Добрый вечер. Нападающий Интера из сборной Бразилии Адриано на небесах ищет помощи и поддержки для себя и для своей команды, которая в центральном матче этого тура, как минимум, а то я бы и сказал всего второго круга, играет на выезде в столице Сицилии, в славном городе Палермо. На первом месте Интер в серии А, на втором Палермо. Команда, которую хвалят в Италии и хвалят вполне по делу. Плюс 3 очка у Интера. Соответственно, Палермо отстает на такое же количество очков. Но с учетом победы Ромы в верхней части таблицы произошли кое-какие изменения. Изменения касаются вот чего. Рома в прекрасном стиле обыграла Сампдорию на выезде со счетом 4-2 и обошла Палермо в турнирной таблице, выйдя таким образом на второе место. Игра важна, понятно по каким причинам. Интер в случае выигрыша может оторваться от своего преследователя Палермо на 6 очков. Ну а если вспомнить о том, что Палермо поедет во втором круге к Интеру на выезд, и туда же поедет Рома, а Интер Рому в начале чемпионата обыграл в гостях. Ну, сами понимаете, насколько важной является эта встреча с точки зрения расклада сил в верхней части турнирной таблицы серии А и с точки зрения борьбы за чемпионство. Ну, а о всяких предматчевых раскладах я вам обязательно расскажу. Давайте пока начнем с составов команд. У Палермо в воротах по-прежнему 40-летний голкипер Фонтана, который очень уверенно играет и играет так, что возраст ему совершенно не помеха. Вратарь основной Палермо по-прежнему травмирован. Защита сегодня следующим образом выглядит: Заккардо второй номер, Бардзали 45-й, Делла Фьора 15-й, Кассани 16-й, в хавбеке 14-й Гуана, 26-й Пизано, 8-й Диана, 5-й Корини, 23-й Брешиано и один нападающий бразилец Амаури, 11 номер. Обращали мы внимание на это неоднократно. Такова тенденция в серии А, если не брать топ-клубы, которых без Ювентуса осталось совсем немного. В Италии большинство команд делает ставку на доморощенных итальянских игроков. Ну и Брешиано в этом смысле с трудом можно назвать иностранцем, хотя он выступает за сборную Австралии, но он итальянец по происхождению, язык у него родной итальянский. 10 итальянцев играют за Палермо в сегодняшнем матче. Ну а в Интере ситуация противоположная. Здесь действительно интернациональная дружина. Как всегда, очень много иностранных футболистов в составе лидера итальянского чемпионата. Интер сегодня таким составом играет. Гуидолин, тренер Палермо. У Интера Жулио Сезар в воротах. В обороне Майкон, 13 номер. Кордоба 2, 23-й Матерацци, 11-й Гроссо, для которого сегодня особый матч. Гроссо впервые играет на родном, совсем недавно для него стадионе Барбера против своей бывшей команды. Поэтому, ну, знаете, как всегда считается, что для игрока, возвращающегося на стадион, на котором он провел много лет, какой-то особый подтекст имеет матч. И вот Фабио Гроссо на левом фланге обороны Интера сегодня расположился. Полузащитники: 14-й Вейра, 4-й Хавьер Дзанетти, 21-й Солари, 5-й Станкович, впереди 8-й Ибрагимович, 10-й Адриано. Роберто Манчини главный тренер команды. Розетти, один из лучших итальянских арбитров, обслуживает эту встречу. Станкович сегодня с капитанской... Нет, не с какой, кстати, Станкович. Это Хавьер Дзанетти, играющий сегодня в полузащите с капитанской повязкой. У Палермо вернулся в строй ключевой игрок полузащиты, 36-летний ветеран, еще один, как и Фонтана.
Корини, которого очень не хватало в предыдущем туре, когда Палермо проиграл Кальяри, показав при этом, в общем, неплохой футбол, но большую часть матча Палермо оставался в десятером. Очень хороший темп на первых минутах этого матча. 5 минут сыграно, счет 0-0. Обе команды нацелены на хорошую игру и на победу. Примерно в одинаковом состоянии и Палермо, и Интер. Оба клуба играли в Еврокубках. Но, правда, как заметил Манчини, его команда затратила больше сил, по мнению Манчини, нежели чем Палермо. В середине недели. Насколько это скажется на действиях футболистов, посмотрим. Но это сказалось на стартовом составе Интера. В первую очередь Эрнан Креспо остался сегодня в запасе. И возвращение Адриано в строй после долгого перерыва, за который он даже успел съездить в Бразилию для того, чтобы психологически разгрузиться. Травмы никакой у него нет. Но вот психологическое состояние игрока, который не забивал в чемпионатах Италии с весны этого года, оставляет желать лучшего. Борьба за мяч, свисток Розетти, поднята вверх рука арбитра. Мяч в игру ведет Интер. И вот счет открыт в матче. Ибрагимович дальним ударом застает врасплох Фонтану. 1-0. Интер впереди. Совершенно неожиданное начало этого матча. И пятый мяч уже Ибрагимовича за Интер. Давайте еще раз посмотрим, как же это произошло. Передача вперед. Адриано делает прекрасную скидку и великолепный удар шведского форварда. Мяч блестящий лег ему на ногу. Ну и зря, наверное. А причем здесь, в общем-то, в воротах все-таки Фонтана. Действительно здорово играл. Действительно опыт колоссальный у этого вратаря. Но и на старуху или на старика, как вам больше нравится, бывает проруха. И вот эта проруха образовалась под мышкой у голкипера, куда он и запустил мяч. Вот такой гол на 7-й минуте забивает Интер. И ведет в счете 1-0. Адриано молодец. Самым непосредственным образом поучаствовал в этой голевой комбинации. Ну и отметим также пас великолепный из глубины поля, который последовал от Дэна Станковича. Метров на 40 запустил он мяч. Ну и дальше пас в касание Адриано. Удар с лета Ибрагимовича. Красивый гол, красивое начало матча, которое обещает быть очень и очень интересным, потому что Палермо только разозлит такое развитие событий в дебюте встречи. Тем более, что, в общем, эксцентричный президент клуба Дзампарини сделал пару-тройку резких заявлений. Но в качестве оправдания какого-то Фонтане отметим, что мяч, во-первых, Ибрагимович блестяще пробил, просто блестяще. Уходящий мяч, закрутил он его внешней стороной стопы. И прямо перед Ибрагимовичем в паре метров стоял защитник Палермо Делла Фьоре, игрок, который довольно редко выходит в стартовом составе. Но вот сегодня его выпустил Гвидолин на поле. И не видел, по-моему, Фонтана просто момента удара. Уже увидел вылетавший крученый мяч из-под защитника и не сумел сложиться должным образом. Вот так вот техническая ошибка одного из самых опытных вратарей в европейском футболе приводит к тому, что лидер первенства Интер выходит вперед. На 2 очка Рома опережает Палермо. 29 очков стало у Ромы после победы над Самдорией. 27 очков у Палермо. Ну, давайте коротко. После вот этой атаки Интера я вам результаты назову. И Интер владеет мячом. Ибрагимович делает передачу назад. Майкон поддерживает эту атаку. Пытается навесить в штрафную площадь на пути бразильца. Встает игрок команды соперника. Дальше передача на Адриано, который с хорошим настроением начал эту встречу. Падение Розетти был рядом, свисток не дает. И тут же контратака Палермо. Нет, здесь пока нету результатов других матчей. Очень хороший темп в игре. Отбор мяча у Интера без нарушений правил. Креспо в запасе. Нет на поле Фигу, который несколько уставшим, что ли, выглядит после чемпионата мира. Так толком он не отдохнул, хотя сезон начал неплохо. Но вот в последних матчах не очень уверенно он выглядел. И решил, видимо, Манчини дать ему возможность немножко отдохнуть. Еще одна опасная ситуация у ворот Палермо. В некоторой растерянности пребывают игроки
команда из Сицилии. Ну и об опыте шла речь перед этим матчем. В частности, Манчини сказал, что он не считает, будто бы опыт Интера, общекомандный отдельных игроков, может сыграть в пользу его подопечных, но волнение такая штука, с которой совладать без должного опыта, наверное, достаточно сложно. Один из самых аншлаговых пока что матчей. Огромный, конечно, он интерес вызвал, и практически свободных мест на стадионе в Палермо нет. 0-1 проигрывает команда хозяев поля. Хотя по началу встречи, вот до этого несколько нелепого с точки зрения действия вратаря голевого эпизода, Палермо старался владеть мячом и старался атаковать. Но все же коротко результата. Аталанта Торино 1-2, Катания Парма 2-0, Эмполи Кальяри 1-0, Лацио Асколи 3-1, Реджина Ливорно 2-2. Самдория Рома 2-4, Сиена Фьорентина 1-1. Ну и вчера это удар мимо ворот. Милан обыграл Мессину, а Кьеву Удинезе со счетом 2-0. Но в верхней части серьезных изменений не произошло. Ливорно сохранил 4-ю строчку. Рома вышла, как мы уже отметили, на 2-ю позицию. Гуана сбрасывал мяч назад на Марко Брешано, который пробил мимо ворот. По-прежнему сказывается на игре Палермо, на мой взгляд, самым существенным образом отсутствие Давида Ди Микеле. Не случайно получившего приглашение в сборную Италии. Падение в штрафной площади Палермо, свисток Розетти молчит. Но пока Ди Микеле травмирован, и атакующие действия Палермо, безусловно, это ослабляет. Все-таки в паре с Амаури гораздо интереснее, когда Ди Микеле на поле, в паре с Амаури гораздо интереснее выглядит атака Палермо. Ну что ж, Интер не собирается, забив гол, отпускать из своих, упускать рук и ног инициативу и отдавать мяч сопернику. Миланская команда с мячом, позиционная атака, весь Палермо около своей штрафной площади. Солари мягко набрасывает мяч в сторону Златана Ибрагимовича, до него мяч не долетел. И какая-то не очень уверенная попытка Палермо начать атаку. Небольшую передышку, такое впечатление, взяли команды. Ну, Интер, вот в чем, в частности, заключается опыт. Превосходные игроки этой команды знают, как варьировать темп игры. В каких эпизодах, в каких фрагментах матча сбавить обороты, в каких, наоборот, прибавить и играть более активно и агрессивно. Тем более, что сейчас ситуация по счету на руку команде гостей, она ведет в счете. Ну и, соответственно, с точки зрения темпа может диктовать свои условия сопернику, который, конечно же, будет стремиться в атаку. Но Интер пока не позволяет сделать это подопечным Гуидолино. Дэн Станкович у мяча, очень далеко до ворот. Тем не менее, Станкович отважился на удар. Но, может быть, он решил, что Фонтана, пропустив гол, чувствует себя не в своей тарелке. Однако, я полагаю, что вот опыт вратаря в чем. Да, допустил ошибку, но ничего страшного, надо играть дальше. И второй ляп вряд ли 40-летний голкипер Палермо позволит себе допустить. В атаке хозяева поля. Передача внутрь штрафной площади не получилось. Корини. Нет, это не Корини, а Гуана. Оба центральных полузащитника. Побриты наголо, но Корини проще отличить по капитанской повязке. Хороший очень, кстати, опорник Гуана. Очень уверенно играет. И к атакующим действиям пытается перейти миланская команда. Мяч потерян. Гуидолин подсказывает своим футболистам, как стоит действовать. Закардо. Передача налево. Кассетти, небрежный пас в сторону Гуаны. Сегодня очень мощная полузащита у Палермо. Но не только сегодня, в прошлом туре было то же самое. Связано это все с отсутствием Ди Микеле, поэтому добавляется лишний игрок в полузащиту.
5 таким образом хавов у Палермо. И очень такой мощный кулак из 3 полузащитников. Так Интер, кстати, начинал сезон, когда и Камбьясу, и Вейра, и Дакур все были в порядке, но травмы никак не позволяют Манчини сыграть именно этим сочетанием полузащитников. Камбьясу только-только набирает форму после травмы, подпускается он к основному составу после травмы пока только на замену. Ну а Дакур с травмой выбыл надолго, и пока не очень понятно, когда он вернется. Может быть, и не стоило играть этот мяч. Однако то ли Жюлио Сезар не подсказал, то ли еще что-то вынудило Станковича принимать решение самому и пытаться выносить мяч. Но все благополучно для Интера закончилось. А здесь Амаури, любитель акробатических трюков, пытался пробить через себя. Недовольно свистит стадион, поскольку арбитр, как мне кажется, зафиксировал опасную игру именно у нападающего, а вовсе не фол со стороны Кордобы. А это Корини. Капитан Палермо делал передачу в сторону бразильца, которым интересуются некоторые клубы. Но Дзампарини сказал, что игроки его команды не продаются. Даже подчеркнул данный тезис, сказав, что если Барселона ко мне придет и попросит продать Амаури, я его не продам. То же самое касается и Ди Микеле. Большой спрос на игроков Палермо. Второй сезон подряд команда демонстрирует очень качественный футбол. Ну и в этом сезоне имеет роскошный шанс завоевать право играть в Лиге Чемпионов. Гуана не рискнул делать передачу налево. Амаури вокруг него 3 соперника, но это безнадежно. Совершенно безнадежно. Виру обыгрывать дриблингом. И контратака Интера. Ибрагимович подцепил мяч в сторону Солари. Солари пытается опустить этот мяч вниз. Опустил. Смотрит, где там Адриано. Закарду против Сантьяго Солари. Солари пытается выполнить передачу в штрафную площадь. Не получается. Угловой. Не часто играет Солари. Но надо заметить, что в Интере с этой точки зрения собраны профессионалы, конечно, очень высокого класса. Раз в 3, раз в 4 матча на замену. Игрок выходит, но он пытается отработать на максимуме своих возможностей. И принести как можно больше пользы своей команде. Угловой будет подавать Интер. Левша Солари у углового флага. Я решил разыграть с ближними. И какой удар, подача в сторону дальней штанги. Там Марко Матерацци находился. До мяча чемпион мира не добрался. Да, гол, конечно, существенно надломил, как мне кажется, психологически хозяев поля. Ничего особенного у них не получается. Сразу же уже, любопытство ради, смотрю я на список запасных Палермо. Не потому, что лежит на газоне кто-то из игроков в команде хозяев поля. Тем временем Манчини что-то подсказывает Гроссо. Здесь дело в том, что Карачело есть в составе Палермо, а если Амаури не сможет продолжить игру, это очень серьезно осложнит задачу Палермо в сегодняшнем матче, потому что единственная замена, которая напрашивается, это Карачело вместо Амаури, но тогда Палермо уже никак не сыграть в 2 форварда. Карачело интересуется Рома, но Дзампарини, президент Палермо, сказал, что Карачело тоже не продается. В общем, поставил в этом вопросе вроде бы точку. Да, не видел Фонтана мяч, конечно же, не видел. И прям под голкипером Палермо нырнул этот самый мяч, предательски вынырнувший из-под защитника Делла Фьоре. Но это не умаляет заслуг Интера. Гол блестящий был забит. Что передача из глубины, что скидка Адриану, что удар Ибрагимовича. Все это смотрелось на одном дыхании. Высшего класса гол. Ну и вообще в этом смысле итальянский чемпионат потихонечку прибавляет та эйфория, которая охватила всю страну в связи с
победой на чемпионате мира, плюс коррупционный скандал, отсутствие Ювентуса в серии А. Безусловно, все это скомкало начало чемпионата, но, как мне кажется, постепенно итальянские клубы с точки зрения игры встают на ноги. Очень результативные туры, много голов забивается, но насколько красивые голы. Ибрагимович, шедевр. Тотти сегодня забил просто сумасшедший по красоте гол. Гроссо, подача в сторону Адриано, до него мяч не дошел. Еще одна попытка подключить бразильца к атаке, но там два очень хороших защитника в центре обороны играют у Палермо, Дзаккардо и Бардзальи. А эту технику демонстрирует Марк Брешиано. Еще один лысый в составе Палермо. И вновь гудит стадион, недовольный тем, как Интер фалит на поступах своей штрафной площади. Палермо выполняет стандарт. Подача к штрафной площади. Амаури. Да, Амаури хромает, причем существенно хромает, но, как видите, еле двигается, не может открыться толком. Подача в его сторону, и Амаури на одной ноге. Да, это, конечно, не то начало матча, которое было в уме Гвидолина и болельщиков Палермо. Пропустить гол на 7-й минуте и своего лучшего нападающего потерять, это вдобавок к тому, что Ди Микеле вообще не готов был к сегодняшнему матчу. Ну что, я полагаю, Карачело сейчас выйдет на поле. Нужно время, чтобы ему там немножко размяться, разогреться. И все. Больше нападающих в заявке Палермо на сегодняшний матч нету. Делла Фьоре с мячом. Пытается укрыть мяч корпусом от Адриано. Теряет мяч. Ну, Станкович решил вот так проверить Фонтану. Чуть ли не с центра поля. Попытавшись забросить мяч за спину ветерану. Палермо пытается начать свою атаку. Пока начала нет. Барцальи. Заброс мяча в сторону Амаури, который мужественно продолжает играть. Но, видимо, разбегался, судя по тому, что он пытается и здесь демонстрировать цирковые номера. Спиной укрывая мяч корпусом от соперника Адриано. Свежо бежит. С дриблингом все нормально. Передача Ибрагимовичу. Вообще, шла речь о том, что Ибрагимович и Адриано не пара. Не в смысле того, что они выйдут на российскую сцену и споют там дуэтом, а наоборот, о том, что вместе им вроде бы на поле делать нечего. Считалось с самого начала, что основной форвард Креспо плюс Ибрагимович, либо Адриано. Вот из этих двух выбирать должен был Манчини. Подача Салари, опасный момент, но Фонтана сейчас справился и здорово на подборе играет Корини. Редкий случай, когда эти футболисты выходят вместе на поле. Но Креспо свою задачу выполнил. Он вывел Интер в плей-офф Лиги Чемпионов. Хорошая передача, кстати говоря, в зону Гроссо, которого блестяще страхует не Станкович, а Дзанетти. Чисто было сыграно в подкате. Мяч уходит за пределы поля. И очень приличный полузащитник Диана не сумел добраться до этого мяча. Угловой будет подавать Палермо. Подача высокая и хорошая. Но это не удар по воротам. Сезар. Амаури не позволил вратарю более надежно сыграть. Корини. Еще одна подача. Но это так. В сторону нападающих игроков группы атаки. Амаури остается на поле. И я смотрю, так потихонечку, вроде превознемогая боль, он двигается. Уже вроде бы не прихрамывает. Да, это такой матч, который через «не могу» нужно сыграть. Матч знаковый для Палермо. Он должен дать ответ на вопрос, насколько Палермо готов к борьбе за скудетто в этом сезоне.
Потому что, может быть, другого шанса у команды впервые стать чемпионом в своей истории не будет никогда. Ювентус одной ногой в серии А. Ювентус выиграл очередной матч вчера в чемпионате серии Б 4-1 у Лечче. И обращаю ваше внимание, болельщики Кальчо, в следующую пятницу в 22:30 мы покажем на канале онлайн матч серии Б между Дженуа и Ювентусом. Две знаменитейшие команды, ну, сейчас по разным причинам выступающие в серии Б. Там будут играть между собой. Интересный матч, наверняка будет аншлаг, так что не пропустите в пятницу в вечернем эфире канала онлайн. Да, следующий сезон может просто быть супер по составу участников. Наполи и Ювентус должны вернуться. Ну, Ювентус, само собой. А вот Наполи и присутствие такой команды, конечно же, добавит колорит итальянскому первенству. Они во главе чемпионата в серии Б. Ну вот, а что касается Палермо, то с возвращением Ювентуса Милан наверняка переживет с наименьшими потерями пока неудачно складывающийся для него сезон. В следующем году будет бороться не то что за чемпионство, а за место в четверке гораздо сложнее, чем в нынешнем. Поэтому надо свой шанс ловить сегодня и сейчас Палермо. Я думаю, что тренерский штаб, руководство клуба и футболисты это прекрасно понимают. Но пока ничего особенного не получается против Интера. Дзампарини остроумно очень сказал, когда его спросили, что нужно Палермо для того, чтобы на равных играть с Интером и переиграть эту команду в целом в конкретном матче и по сезону. На что президент Палермо ответил просто: а нужно примерно 150 миллионов евро. Я думаю, всеобъемлющий ответ. Да, именно настолько отличаются бюджеты двух клубов. Поэтому все в Италии, конечно, вменяемые, адекватные люди понимают расклад сил. Но футбол тем и прекрасен, что не бюджет определяет результат, а игра на футбольном поле. Но пока Интер, мне кажется, по игре превосходит своего соперника. Удар очень мощный. Адриано! Фонтана вновь ошибается. Что-то сегодня неладное с голкипером. Очень уверенно заменял он Федерико Альярди до травмы. Вернее, после того, как Альярди получил травму. Но вот что-то сегодня дела у голкипера Палермо не заладились. Мощнейший удар Адриано в самый ближний угол. Сложный, конечно, удар для вратаря. Но здесь едва-едва Вейра не переправил мяч в сетку. Интер четко знает, что он делает, пока не предоставляя Палермо ни одного шанса. Диана с мячом. Ну и страшные вопли капитана команды Корини, который сделал существенный рывок, открываясь под Диану. Вместо того, чтобы с Корини обыграться, Диана сделал пас вперед, не точно, и получил порцию грубых слов от своего капитана. Дзанетти играет с Матераци. Матераци. Точный пас вперед. Адриано, я так внимательно за ним слежу, практически без потерь сегодня играет. Ну и видно колоссальное желание, с которым бразилец вышел на сегодняшний матч. Это сюрприз. Никто. Вот всю неделю внимательно я следил за превью к этому матчу, чего ждет от него итальянская пресса. Ни слова не было по поводу того, что Адриано выйдет в стартовом составе. Так что это сюрприз, конечно же, и для Палермо. Ох, как легко входит в штрафную площадь Вейра. Но не успел сделать, или это Майк он был. Не успел сделать проникающую передачу в штрафную площадь. Защитник Интера, мяч ушел на угловой. Но Салари не подает, решил разыграть на коротке с товарищем. Подача. Еще одна подача. И вновь на дальний угол вратарской. Борьбу выиграли, но мяч в руках у Фонтана. Делафьоре начинает атаку своей команды. Гуана. Хороший Интер в отборе. Все перекрывает и подойти к своей штрафной не позволяет.
Солари пошел вперед. Адриано. Еще одна попытка пробить. Ну, конечно, очень хочется забить гол. Адриано. Это в большой степени, я думаю, поможет решить Адриану его психологические проблемы. Полчаса в первом тайме сыграно 1-0. Интер впереди. Красивый гол Ибрагимовича вывел Интер вперед. Ничего такого особенного в атаке у Палермо не получается. Я вам скажу так. На мой вкус, самый пока неудачный матч Палермо в нынешнем первенстве. И те из вас, кто не Ох, какой пас! Ну, забить надо такой гол! Ах, какой пас Адриано получил! Чудо-пас просто! Там какой-то другой эпизод припоминают. Сыграл здесь Майк он руками или не сыграл. Ну, самое главное здесь была, конечно, передача. Может быть, немножко неудачно Адриано обработал мяч. Ответ Палермо только навесы. Больше ничего команда придумать не может пока что. Да, нет Ди Микеле. Это серьезнейшая потеря. Но и потеря одного игрока не может оправдать отсутствие какой-то внятной игры. Тем более у хозяев поля. Тем более при такой поддержке болельщиков. Ну, давайте считать, что Палермо немножко перегорел перед сегодняшней игрой. Я думаю, что на заданный вопрос в начале трансляции к концу игры мы ответ получим. Достаточно уверенно можно будет говорить о чемпионских претензиях обеих команд в нынешнем сезоне. Ибрагимович с мячом. Без нарушения правил Гуана отобрал у него мяч. Дальше Корини. Делла Фьоре. Ну, вот по поводу иностранцев. Делла Фьоре, в принципе, аргентинец, но он большую часть жизни в Италии провел, поэтому легионером тоже его, в общем, можно с трудом считать. Италоязычный аргентинец. Ну, вот он с мячом. Молодой футболист, 21 год ему. Всего лишь второй раз вышел в основном составе своей команды. От Занетти мяч ушел за пределы поля. Угловой подаст Палермо. Роберто Манчини опроверг перед этим матчем слухи, что он собирается по окончании сезона в Англию. Сказал, что ему вполне нравится работать в Италии, особенно когда его команда выигрывает. А Маури высоко очень выпрыгивал, пробить по мячу не смог. Брешано на Пизано. Пизано подача, скидка, но там никого из своих нет. И Адриано в качестве защитника уверенно играет, не стал рисковать, просто выбил мяч в аут. И здесь потеря. Очень, честно говоря, странно, что не доверяет место в стартовом составе Гуидолин Чезаре Бову, выступавшему в прошлом году за Рому, участник Олимпиады в составе сборной Италии. Но он на юношеском молодежном уровне, по-моему, за все сборные, какие только можно итальянские, за все возраста сыграл. В принципе, очень талантливый, сильный защитник. Но ни в Роме он не играл, хотя там, конечно, колоссальная конкуренция была в защите. Толком не играл. Но вот перешел в Палермо и тоже здесь сидит на лавке. Видите, ему даже предпочитают совсем юного, ну как, относительно юного и гораздо менее опытного аргентинца Делла Фьоре. А Боу сегодня опять остался в запасе. Но с Гуидолином спорить по этому поводу мы не будем. В предыдущей трансляции я вам говорил о том, что в Италии с точки зрения тактики Палермо считают сильнейшей командой. И, соответственно, это комплимент Гуидолину в первую очередь. Занетти по необходимости играет в полузащите. Но теперь уже не по необходимости. Гроссу покупали
на вот эту позицию, где он и играет. Ну, а Дзанетти переместился в полузащиту. Но пока от Гроссо особо толку нет. Он, в общем, старается играть по бровке, подключаться к атакам, но своих проходов и подач каверзных ему не удалось пока что совершить. И 10 минут всего остается до перерыва. 35 минут Палермо головой бьется об стенку. Очередной перехват. Дзанетти, Адриано. Вновь Дзанетти. Гроссо открывается слева. Дзанетти не торопится. Сюда и Ибрагимович подошел. Очень эффектная передача. И Фабио Гроссо полез в обводку. Не сумел двоих обыграть. Палермо пытается ответить. Безупречен сегодня Интер в единоборствах. Пас. Вот это может быть опасно. Стенку не доиграли до конца Солари и Адриано. Свисток. Арбитра фиксирует, что нарушал правила Амаури. Ну вот слышны болельщики Интера. В такую даль все-таки приехало их довольно большое количество. Это Марк Брешано в действии. Мяч в игре. И остается у Интера из-за боковой линии. Майкон аут. Знаете, такое ощущение, что Интер, не напрягаясь, проводит эту встречу. Вира. Крайне небрежная передача. Ну что, Палермо может предложить своему сопернику? Только Карачелло вместо кого-то из полузащитников. Это если Амаури готов играть, но вроде бы он разбегался. В одиночку, конечно, очень сложно такой обороне противостоять. Это не проходила передача. Корини перехватил пас Майкона. И дальше ответ Палермо. В середине Брешано открывается. Долго держит мяч Пизано. И что это? Запас. Контратаку Интера может получиться через центральную зону. Передача там лежит. Станкович на газоне. Здесь Ибрагимович очень грубо, я бы даже так сказал, повел единоборство с соперником. И звучит финок. Свисток Розетти, который пошел там выяснять, все ли целые и невредимы. Клещом Дзаккардо вцепился в Ибрагимовича. Но на самом деле здесь ничего страшного не было. Станкович просто споткнулся у соперника. Уже встал Станкович и продолжает игру. Пас направо. Майкон. Показывают игроки, что надо выбить мяч в аут. Кому-то нужна помощь. Диана лежит на газоне. Не тратит время зря и массажист миланского клуба. Там у Ибрагимовича что-то с бедром. Мяч в игре. Говорили, будет жарко в Палермо, в смысле обстановки на трибунах. Но, вы знаете, такое не сицилийское какое-то сегодня боление. Действительно, на стадионе аншлаг, но я бы не сказал, что болельщики Палермо так уж слышны. Свистят только, когда не согласны с решением арбитра, но чтобы они как свою команду внятно поддерживали, такого нет.
Адриано успеет к мячу, но поддержки особо нету. Адриано и здесь до конца борется. Какую-то сложную обводку затеял Адриано. Хотя справа открывался партнер. Адриано решил под удар себе подработать мяч. Не сумел этого сделать. Здесь Кордоба в очередной раз фалит на Маури. Пизано, Брешано. Последние минуты тайма. Корини не прошла передача направо. Перехватил мяч Занетти. И в контратаку пошел Интер. Гроссо слева открывается. Адриано с мячом. Солари мяч не получает. Занетти зато его получил. Гроссо. Ну вот так, вдвоем обыграли троих. Удар по воротам, не попадает Гроссо. Гроссо в нападении играл в начале карьеры. И защитником он стал как раз в Палермо. Именно в этом клубе ему нашли позицию атакующего левого защитника, играя на которой он стал чемпионом мира. Но стандарты и пенальти — это из ранних лет карьеры Фабио Гроссо. В своих прежних клубах, еще в сериях С2 и С1, он только и делал, что пробивал все стандарты, и 11-метровые в том числе. Так что атакующие навыки — это не приобретенные навыки Гроссо, а наоборот не утраченные. Гуана пошел вперед, но сегодня с открыванием у Палермо дела обстоят плохо. Интер без труда прерывает попытки сицилийцев атаковать. Миланцы в атаке. Вейра. И смотрите, как Интер аккуратно и осторожно играет. Ну, втроем, максимум вчетвером идут вперед, не желая оголять тылы и предоставлять Палермо шанс для контратаки. Вейра разработал штрафной. Зацепил его Корини. Ну, Станкович может отсюда пробовать бить. С более далекой дистанции он уже отважился на удар в начале тайма. А может быть, и Адриану дадут попробовать. Нет, судя по всему, Адриану пока еще не готов вернуться к исполнению стандартов. Ушел туда, к штрафной площади. Что-то задумали гости. Станкович, Гроссо. По-моему, еще Солари у мяча. И Ибрагимович пробил. На сей раз сквозь вратаря, как сквозь желе, мяч не прошел. Да, надо сказать, что надежды болельщиков Ювентуса по поводу Ибрагимовича не оправдались. Хорошо играет Ибрагимович, хотя получает иногда красные карточки, но, в общем, не так и часто, как мог бы. А вот голы забивает часто. Полезно вообще играет. Этот сверхталантливый футболист с тяжелейшим характером. Но в детстве еще хулиганом был, причем таким настоящим уличным хулиганом. Поэтому, в общем, не таким, конечно, бандитом, как Кассано, но что-то в этом роде. Ну, Швеция с этой точки зрения все-таки более благополучная страна, чем южно-портовый город Бари, в котором родился Кассано. Но, может быть, именно в силу этого все-таки кое-как с Ибрагимовичем тренеры сладить могут, а вот с Кассано уже не может и Капелло. Хороший сезон Ибрагимович проводит, и ерничать по его поводу болельщикам Ювентуса, пожалуй, что не приходится. Не только потому, что именно сегодня забил Ибрагимович гол. Стабильно хорошо играет на протяжении всего сезона. Ну что, схема 4-5-1 относительно обезопасила Палермо от острых выпадов Интера, но впереди
Ничего вообще. Потерялся Брешано совсем в отрыве от коллектива Амаори. Ну, скажем так, он получил еще и травму, и это где-то оправдание для того, что он не так активно играл и себя проявлял. Но все-таки вот эта тактика осторожная, выбранная Гвайдолином на сегодняшний матч, пока успеха Палермо не приносит. Посмотрим, рискнет ли Гвайдолин сыграть во втором тайме в два форварда. Гуана с мячом на левом фланге, против него Кордоба. Пас назад. Пизано готовит подачу в надежде на то, что мяч попадет к Амаори. Блеск! Он все-таки забил. Лучший форвард Палермо сравнивает счет. Классные голы мы увидели в этом матче. Браво, парень, который получил травму. Минут 20 у него ушло на то, чтобы прийти в себя. И какой гол забивает Амаори, а? Вот так вот. Интер тоже позволяет себе расслабиться в концовке тайма. Тоже позволяет себе некоторое отсутствие концентрации. А может быть, совершенно не случайно, что Палермо забил именно в тот момент, когда и мы уже вроде с вами начали подводить некоторые итоги тайма. Мне кажется, что и Интер начал уже где-то думать об игре во втором тайме. Но не тут-то было. Именно в этот момент на 45-й минуте Пизано навесил. Брешано чудно пробросил мяч головой дальше в сторону Амаори. Великолепный гол. Просто великолепный. Ну и как же так, Марко Матерацци? Почему же единственного нападающего Палермо на поле в этой ситуации никто плотно не опекал? И тем не менее, мастерство футболистов Палермо на высоте в данном случае. Что ж, два, но более-менее похожих гола у Интера. Правда, гол получился гораздо более глубокий, но тоже в три касания. Подача, скидка, удар. Здорово играют в футбол в Италии. Красивые голы. Ну и мы получим с вами, я полагаю, интересный второй тайм, поскольку сейчас Палермо уходит даже в некоторой степени, ну что ли, моральным победителем, забив на 46-й минуте мяч, который сравнял счет. 1-1, и ждем, что будет после перерыва. На НТВ плюс футбол в прямом эфире продолжение прямой трансляции из Палермо, где аншлаг и где встречаются команды из верхней части турнирной таблицы. Лидер первенства Интер против претендента на чемпионство, по крайней мере по турнирному раскладу, Палермо. И ничья 1-1 после первого тайма. Два красивейших гола забили соперники друг друга. На 7-й минуте трехходовка Интера закончилась ударом Ибрагимовича и ошибкой Фонтаны. А вот на 46-й минуте была коллективная ошибка Интера в обороне, и вратарь своей команде помочь не мог. Защитнику Палермо Пизано позволили с левого фланга сделать нацеленную передачу в штрафную площадь. Марку Брешано никто не помешал продолжить эту подачу скидкой в глубину штрафной, а нападающего Амаури, единственного форварда в составе Палермо, никто из опытнейших защитников Интера почему-то плотно не опекал, и Амаури очень эффектным, красивым и техничным ударом переправил мяч в дальний угол ворот Жулио Сезара. 1-1 и все сначала. Для Палермо матч, наверное, более важный с турнирной точки зрения, чем для Интера, потому что Интер в любом случае имеет преимущество. Я думал, что какое-то копытное животное присутствует на матче, но вряд ли. Скотоводством вроде бы в районе Палермо не очень занимаются. Креспо нам показали, но возможно он появится на поле. Посмотрим, пока вроде бы без замен команды играют. В общем, Интер вполне устроит по турнирному раскладу и ничья, тем более, что с Ромой Интер уже на выезде сыграл и выиграл. Ну, а Палермо в худшем для себя случае может просто пропустить Рому вперед. И я думаю, что в целом, наверное, это будет наиболее объективное отражение, так сказать, футбола и вкупе с ним результатов, которые добиваются итальянские команды в нынешнем сезоне, потому что по игре Рома в последнее время, ну, за редким исключением типа матча в Донецке, ну, мы берем все-таки только национальный чемпионат, Рома выглядит просто блистательно. С Владимиром Маслаченко обменялись мы впечатлениями от игры на очень сложном выезде в Гену, и Владимир Никитич сказал, что просто блеск футбол, в который играет Рома. Так что, в общем, наверное, закономерно, что она сейчас вышла на второе место. Ну, а все остальное уже по ходу. Пока сосредоточимся на продолжении матча Палермо-Интер. Розетти не знает, чем все закончится, не знаем и мы.
Несмотря на то, что Палермо сравнял счет, все-таки считаю, что команда Гвидолина проводит далеко не самый свой удачный матч и не самый свой удачный тайм. Для этого есть объективные причины. Отсутствует Ди Микеле. Травму получил Амаури в самом начале матча, но на морально-волевых сумел доиграть тайм до конца и забил гол в ворота миланской команды. Состав и то, и другой. Дружины футбольной. Фонтана защищает ворота Палермо. Защитники центральные: Дзаккардо 2, Бордзали 43. Справа играет Делла Фьоре 15. Слева Кассани 16. Полузащитники: Спизано 26 слева. Справа 8 Диана. В центре Гуана 14, 5 Корини. Где-то ближе к линии атаки 23 Брешано. И один нападающий — это Амаури. Удар по воротам. Салари нанес. Выбил мяч из штрафной площади защитник Палермо. Интер. Жулио Сезар в воротах. Справа Майкон 13. В центре 2 Кордоба 23 Матерацци. Слева 11 Гроссо. Центральный хавбек 14 Вейра. Слева Дзанетти. Это удар Адриано. Фонтана на месте. Слева Дзанетти 4 номер. Справа 5 Станкович. Под нападающими Салари 21. Впереди 8 Ибрагимович, 10 Адриано. Но, в принципе, такой ромб использует Роберто Манчини в средней линии поля. У него нет ярко выраженных фланговых игроков, потому что там защитники должны по всему флангу бегать и до чужой лицевой, в принципе, добегать. Это может и должен делать Майко, но все время пытается делать Фабио Гроссо. Так что Станкович и Салари, и Дзанетти чуть ближе все-таки к центральной зоне действует. Но Салари, как правило, в ней и играет. На позиции Луиши Фигу, который, в общем, был во главе этого ромба, в верхней точке в начале сезона. Но, я повторяю, Фигу немножко не готов физически. Это слишком высокая подача, зря волнуется стадион. Мяч уходит за пределы поля. И никого из миланцев мяч не коснулся. Удар от ворот. Мяч в игре. Вейра не торопится начинать атаку Интера. Передача назад. Матерацци налево. Гроссо. Станкович. Широко в край. Златан Ибрагимович открылся. И вот так отчаянно ведет борьбу за мяч. Но проигрывает ее Пизано. Целил в мяч хавбек Палермо, но попал в голеностоп сопернику. И сразу же замена. Креспо вместо Ибрагимовича не решил здоровьем своего форварда не рисковать. Манчини, Адриано на поле. И вот то, о чем мы говорили в первом тайме. Нападающие, которые должны дополнять друг друга. Креспо плюс кто-то. Адриано или Ибрагимович. Так что вот в этом смысле атака Интера сейчас выглядит более монолитно, что ли, поскольку два не одного плана нападающих. Хотя, в общем, немножко все-таки разные, мне кажется, Ибрагимович и Адриано. Но Манчини, безусловно, виднее итальянским обозревателям. Они, в общем, в начале сезона как раз и говорили о том, что выбор придется Манчини делать между Ибрагимовичем и Адриано, а Креспо в составе не обсуждается. Великолепно играет аргентинец в нынешнем сезоне. Очень полезно, очень результативно. Ну и в России, наверное, у него прибавилось поклонников, потому что именно гол Креспо в ворота Спортинга сохранил Спартаку, российской команде, шансы на продолжение борьбы в Евро-турнире Кубке УЕФА на будущий год. Дзанетти отправляет мяч за пределы поля. Ждем хорошего, яркого футбола во втором тайме. Ждем, что Палермо все-таки погонится за журавлем в небе, то есть за победой в этой игре. Хотя, конечно, все прекрасно понимают. И шутка от Зампарини про 150 миллионов евро. Скорее горькая ирония, нежели чем какое-то остроумие. Расклад сил
более-менее всем понятен. И Палермо ни в коем случае, даже вот добившись таких хороших результатов на старте сезона, всерьез не говорит о чемпионских претензиях. И Гуидолин в этом очень осторожен в оценках возможностей своей команды. Все время не устает повторять. Только бы продержаться вот на этом уровне, на котором мы и по турнирной таблице, на такой высоте, на которую мы забрались, говорит Гуидолин. И все время просит на пресс-конференции: пожалуйста, не задавайте вопросов о Скудетто. Ну а самолюбие Интера, наверное, задето. Все-таки команда играла с запасом прочности, как мне показалось, в первом тайме. Пропустила гол в самом конце этого тайма. И сейчас, конечно, будет стремиться к тому, чтобы вновь повести в счете. Солари выпутался из сложной ситуации. Адриано подключил к атаке Занетти. Дальше Гроссо. Гроссо навес. Но это очень высоко он задрал мяч. И стадион свистом, агрессивным свистом приветствует каждое касание мяча Фабио Гроссо. Здорово выбрался из непростой ситуации Станкович. Кордоба, Матерацци. Пас вперед в сторону Креспо. Неточно. И теперь Карини уже длинной передачей разыскивает Амаури. Толчок в спину. Конечно, Амаури рукой сыграл. Правильно подсказывает Майко, но только перед этим он его в спину толкнул двумя руками. Штрафной бьет Палермо. Удалось при минимуме голевых возможностей Палермо все-таки забить до перерыва, поэтому сразу на второй тайм не стал другой состав выставлять Гуидолин, ну то есть выпускать Карачело в первую очередь. Но об этом, наверное, могла идти речь с точки зрения усиления игры в атаке. Ну вот, пожалуйста, собственно говоря, и Карачело. Все-таки Амаури, видимо, не может играть на максимуме возможностей, но все равно молодец бразилец. Мужественно себя повел, не стал просить замену, когда получил травму, забил гол. И Андре Карачело, очень способный нападающий, успешно игравший в Бреши в паре с самим Роберто Баджо. Школа, конечно, потрясающая для этого форварда. Но это гол Амаури, если не видели в первом тайме, посмотрите, действительно красиво было сыграно. Итак, Карачело на первой линии атаки у Палермо. Игрок менее техничный, но, может быть, где-то лучше играющий головой. Нарушил правила Курини. Штрафной пробьет Интер. Почаще нарушают правила хозяева поля. Сантьяго Солари. Но делать ему нечего, только пытаться угловой заработать или аут, что он успешно и сделал. Но не угловой. Руками придет в игру Майко, но он готовится далеко бросить. Нет, Адриано в борьбу выиграть не сумел, но мячом продолжает владеть Интер. Майкон сигнализирует арбитру, что Карини сыграл рукой. Ну и непонятно, чего кипятится капитан Палермо. У мяча Станкович. Хорошая подача. Где мяч? Спасают защитники. И там толчок в спину. Фол в атаке.
Не случайно нам все время крупным планом показывают Эрнана Креспо, которому дали просто отдохнуть после Лиги Чемпионского поединка. Ну, выбор нападающих, как и игроков в прочих линиях у Интера большой. Действительно ждут от него голов. Может быть, в серии А Креспо и не входит в число лучших бомбардиров, но он все-таки не каждый матч выходит на футбольное поле, как и в Лиге Чемпионов. Но очень важные голы он забивает для своей команды, очень важные. Корени пас вперед, там ближе к Карачелу стал играть Барышанов, фактически второго нападающего. Но картина первого тайма не меняется, по-прежнему ход игры контролирует команда гостей. Ну вот в атаке Кассани. Здесь вот свободен Гуана, ждет передачу, смотрит, открыт ли слева Пизано. Пизано показывает нападающим: давайте, двигайтесь, открывайте в пас сыграть не с кем. Гуана здорово ушел от Вира. Неплохой розыгрыш мяча. Пизано не стал сразу подавать. Сохранили мяч. Гуана не поднял мяч на нужную высоту в сторону Карачела. Удар по воротам. Из борьбы уже из-под Марко Матерацци сбил Диана, которому никак пока в новом клубе не удается отличиться. В Сампдории для полузащитника в общем оборонительного плана с Диана играл вполне результативно. По 5 в среднем мячей за сезон он регулярно забивал. Но вот в Палермо пока что не удается ему никак забить. Не получился удар хороший на сей раз. Станкович рад по решению арбитра. Карачело не понимает, за что фол. Он все так локтями в лицо сопернику шел Карачело. Поэтому это иногда очень странно, что футболисты начинают возмущаться после явного нарушения правил. И полное недоумение Карачело, который будто бы вообще и не участвовал в этом единоборстве. Мяч у Интера. Пас из глубины в сторону Адриано. Адриано пытается обработать мяч. Не получилось, но благодарит партнера за хорошую передачу из глубины поля. И тут же Адриано, как в борьбу, включается. Действительно соскучился по футболу нападающий. Это видно, но голов никак не может он начать вновь забивать много. Или хотя бы один. Вот ему подарок делают. Вперед идет Интер. Это Гуана так безобразно ошибся. Адриано. Пас направо. Еще одна хорошая передача. Майкон левой ногой не рискнул обрабатывать мяч. Ему под левую мяч шел как раз. Пробил с правой. Еще касание потратил. В общем, всего лишь угловой. Разыграть уже нельзя. Там перекрыли защитники Палермо. Футболисты, через которого можно было бы обыграться. Пошла подача. И мяч в штангу попадает после удара Матерацци. Причем с очень приличной дистанции. Удар-то по-настоящему сильному Матерацци не получился. Он очень неприятно от Гадзона. Мяч рикошетом поднялся на неудобную для Фонтаны высоту. И, к счастью для Палермо, мяч попадает в штангу. Проиграл один чемпион мира борьбу другому. Из сложнейшей ситуации, конечно, Матерацци нанес таки действительно удар. Не просто голову подставил, пробил по мячу. И Интер был близок к тому, чтобы выйти вперед вновь в этом матче. Сложнейшая игра для Палермо. И я бы не сказал, что прям такая уж она сложная для Интера. Перед командой Манчини не стоит задача выиграть во что бы то ни стало. Но это не удар. Хотя, в общем, мяч корпусом Карачело закрывал хорошо. Попасть по мячу толком не смог. Ах, как нужен Ди Микеле атаке Палермо. С его скоростью, с его техникой, с его способностью принять нестандартное решение в завершающей стадии атаки. Насколько важен игрок для той или иной команды или не важен, как раз вот можно судить
Не по его игре, когда он на поле, а вот когда его нет. Если нет некоего футболиста и ничего особенно не меняется у команды там к худшему, ну, значит, можно жить и без этого футболиста. А вот если отсутствует игрок и видно, что без него игра совсем не та, значит, это ключевая фигура, безусловно, для игры в той или иной линии. Таковым является, безусловно, Ди Микеле. Это Адриано идет вперед, сам поехал, как на коньках вперед, вывел на удар Вейра! И еще становится 2-1. Адриано! 2 голевых паса. Может быть, сам не забивает, но я думаю, болельщики Интера, да и вообще объективно настроенные люди, просто интересующиеся футболом, со мной согласятся. Адриано в порядке. А ведь сколько он пропустил, сколько не тренировался, какие у него были проблемы личного характера. Как сейчас сыграл. Не пожадничал, вовремя все сделал. Выложил мяч прямо под удар. Бей, не хочу. И с дотягом плотно Вейра приложился к этому мячу. И рикошет. Рикошет. Не оставляет Фонтане никаких шансов. 2-1 Интер. Второй раз в этом матче выходит вперед Делла Фьоре, которого предпочел Бову главный тренер Палермо. Не вовремя подставил ногу под мяч. Хотел как лучше, а получается переправил мяч в ворота. 2-1. Интер впереди. Позволит ли Интер еще раз себе в этом матче расслабиться и сыграть в обороне не сосредоточенно? Ну что, Палермо в атаке. Угловой зарабатывает команда Гвидолина, которому, к сожалению, неким усилить атаку. Очень не кстати, конечно, Амаури получил травму, потому что я предполагал выход Карачула в пару к Амаури. Не выйдет. Подача. Не удалось пробить поворотом. Отбил атаку Интер, но она будет продолжена, если мяч в поле сохранится. Сохраняет Палермо. Гуана. Еще одна подача. Сезар выходит, здорово играет кулаками. Стадион должен помочь своей команде поболеть как-то более активно. Гуана. Мяч у Палермо. Гуана вновь с мячом. Справа там вот открывается. Диана ждет передачу. Мяч до него не дошел, а это слишком резко в отбор пошел Гуана. Но арбитр усмотрел нарушение у Вейра. Атака продолжается. Скидка. Добрый шаг, но мяч не дошел. Матерацци очень недоволен тем, что Палермо продолжил свою атаку, несмотря на то, что Патрик Вейра остался на газоне. За пятку зацепил здесь Гуана своего соперника. Гвидолин показывает, фола не было. Розетти фол не дал, но Вейра остался на газоне и лежит там до сих пор. Ну, то есть уже так полусидит. Ну, насколько это было не фэрплей сыграно командой хозяев поля. Ну, что-то с Кордобой случилось. Синиша Михайлович, правая рука Манчини еще по прошлому сезону, когда Михайлович был игроком. Сейчас стал помощником вместо Орси, который долгое время в Интере работал помощником разных тренеров. Мяч в игре. Вейра возвращается на поле. Напряженной становится концовка этого матча. Я думаю, Интеру сейчас будет, что, вернее, Палермо будет, что Интеру предъявить. А тем временем Вальтер Самуэль готовится к выходу на поле. Любимая замена Манчини. Не рискует он. Не
не рискует результатом, предпочитает выпускать пятого защитника на концовку встречи для удержания результата. Кого-то из хавов должен заменить Самуэль. Нет, я забыл, простите, пожалуйста, если Кордоба же жаловался на травму, но если бы не травма Кордоба, я думаю, Самуэль бы все равно вышел в самом конце встречи для того, чтобы усилить игру команды в обороне. Самуэль на поле, 25-й номер, в центр защиты, побежал в пару к Матерацци. Слишком резкий прыжок Гуаны. Уже катком здесь подтолкнул он Майкона. Ну вот, ожил стадион наконец. И удар вперед в сторону Адриано. Пока без мяча Креспо. По-моему, он вообще ни разу его не коснулся за уже довольно порядочное количество времени. Полтайма после перерыва сыграли команды. А Креспо вышел в самом начале этого тайма. Ну вот, Эрнан с мячом. Адриано. И контратака Палермо. Брешано. Пас вперед на Карачело. Но поддержки нет. Очень далеко отстали все остальные сицилийцы. И Интер уже успел вернуться в оборону. Корини. Корини была Гуана. Вновь Гуана. Очень много перемещается по полю. Это футболист то слева, то справа, то в центре оказывается. Во всей ширине играет. Вот неплохая расстрельная такая подача. Самуэль прерывает ее и отправляет мяч на угловой. Подтягивает силы. Палермо в чужую штрафную площадь. Угловой. Подача. Нет, никак не удается нанести удар. Нормальный по мячу после розыгрыша углового гостям, хозяевам поля. Пизано с мячом. Но бить можно отсюда. Нет, не успеет Гуана. Вместо этого чуть ноги не оторвал сопернику. Розетти показывает, можно играть, потому что у Интера может получиться контратака, если Интер захочет ее проводить, а не выбьет мяч в аут, что и делает Виейра. Желтая карточка в руках Сантьяго Солари досталась. Загадочный для меня игрок. Сантьяго Солари такой вечный запасной. Как раз тот случай, что есть игрок на поле, что его нет. Существенной разницы для игры команды в целом не наблюдается. Существенной этой самой разницы. Ну вот какими-то своими данными, характеристиками Солари, наверное, подкупает тренеров, потому что в Реале-то, в общем, довольно много играл. Ну, как все время складывалось впечатление, что вот никак не ключевая фигура. В Интере уж точно. Хотя уже далеко не юноша. Нет, здесь Жулио Сезар. Берет мяч, с Виейра все в порядке, он продолжает игру. Адриано. Упал Адриано, но боковой показывает, что сам поскользнулся Адриано. На Сан-Сиро, помните, еще когда Адриано играл регулярно в начале сезона, отсюда он начал рейд и умудрился убежать от 3 защитников и сделать передачу.
своему партнеру. Ну что, можно сказать, голы придут, если Адриано будет дальше также вот со страстью играть, с огромным желанием. Это сегодня у него присутствует в игре, глаза горят здоровым азартным блеском. Справляется Интер с попытками Палермо доставить мяч в штрафную площадь гостей. Самуэль ее прервал, ну и вот как раз, по-моему, Солари там и с мячом был. Но зато Солари такой полезный игрок, универсальный. Можно им любую дырку заткнуть. Можно в защиту поставить, можно в полузащиту, может даже в нападение. Франко Бриенца, нападающий. Ну, он такой атакующий полузащитник, но больше некого ставить, кроме него. И вот замена такая уже ва-банк. Вместо защитника выходит атакующий игрок у Палермо на оставшиеся 20 минут игры. Палермо проигрывает один мяч. Креспо не выиграл мяч у Дзаккардо. Курини переправляет направо мяч. Кассани. Попытка добить мяч до Карачело. Неплохо. Бриенца. Неплохо. Очень даже неплохо на Карачело. Не успел к мячу нападающий Палермо. Чуть раньше рванись, Карачело. Возможно, успел. Вновь миланцы отобрали мяч. Занетти. Перевод в сторону Адриано. Ну и благодаря тому, что Адриано пошел в борьбу, не стал просто провожать глазами этот мяч, Интер сумел его сохранить. Хорошо двигался с мячом Бриенца. Брешано, молодец, сохранил мяч в поле и ведет его из-за боковой линии. Там Майкл не позволил себе все-таки обыграть. Бриенца. Гуана, справа должен быть игрок. Подача. Брешано. Не долетел мяч до ворот. Ух, как Адриано сегодня сражается за каждый мяч. Пошел вперед, от одного ушел. Но здесь должен быть подкат, и Гуана здорово играет. В общем, на откровенную желтую карточку шел в этом подкате Пизано. Но Адриано на ногах устоял. В общем, с Адриано понятно, что он физическую форму не растерял, вес никакого лишнего не прибавил. Теперь главное ему обрести уверенность в своих силах. Две результативные передачи сегодня он сделал. Осталось гол дождаться в его исполнении. Ну и тогда головная боль для Манчини. Кого же в запасе оставлять из нападающих? Немного времени остается в распоряжении Палермо для того, чтобы не отстать от Интера на 6 очков.
не позволить Роме закрепиться на втором месте в турнирной таблице. Преимущество на 4-й команды все равно останется очень приличной в этом смысле расслоения в турнирной таблице. Очевидно, первая тройка отрывается все дальше и дальше от преследователей. Даже проиграв этот матч, Палермо 7 очков преимущества над Ливорно сохранит. Очень толково сейчас сыграно. Станкович. Ах, почти полетел мяч в том направлении, в котором хотел Станкович, но просто попал в соперника. Угловой подаст Интер. Вне игры был Креспо. Может быть, поэтому и не дали угловой. Судя по всему, Палермо свободный удар провел. Матерацци. Пас в центр. Солари. Станкович. Вновь Солари. Вира. Солари. Ну, с дриблингом у него все в порядке, но нужно пробовать что-то дальше. Придумывать. Гроссо. Последний четверть часа игры. Интер впереди 2-1. Заккардо в сторону Карачело. Карачело, конечно, слабее Амаури. Что ж тут говорить. Зачем он Роме нужен? Вряд ли он там может претендовать на место основного форварда. Ну так, на замену выходить. Майкон ждет, пока забегание совершит Патрик Вейра. Мяч у Гроссо. Солари. Солидно играет Интер, никуда не торопится, не взвинчивает темп. Время работает на команду гостей. Это дело Палермо сейчас что-то придумывать, активизироваться, как-то давить на защитные порядки соперника, если он позволит это сделать. Но Интер особенно ничего не позволяет. Бриенца. Не проходит пас. Занятие сразу же на Адриано. Вейра. Креспо. Задумал стенку с Солари. Сохранили мяч у себя. Гости будут бросать аут. Ну что, как бы ни закончился этот матч, я думаю, в любом случае можно сказать, что класс Интера, конечно же, выше. Ну а для того, чтобы всерьез противостоять команде, которая априори выше классом, нужно всем игрокам соперника быть в оптимальном состоянии, но и составом обладать оптимальным. Вратаря основного нет. Очень важного игрока Ди Микеле нет в атаке. Ну и все прочие, кто не травмирован, должны были сыграть свой лучший матч в сезоне, чтобы всерьез претендовать на то, чтобы обыграть Интер. При том, что, знаете, вот не складывается впечатление, что Интер тоже на полную катушку сыграл. Но все-таки запас прочности очень большой Интер оставляет. Рома была обыграна, очень хорошая Рома. Была обыграна, ну, практически в одну калитку, как говорится, там на стадии Олимпико. По ходу этой игры мало что было позволено сделать Палермо. Это я к тому говорю, что в нынешнем сезоне упустить Скудетто Интер никакого права не имеет. При том, что и соперники, и Рома, и Палермо, они, в общем, в сопернике-то Интеру особенно не навязываются. Рома проиграла Интеру на своем поле, никакой трагедии. Спалетти прямо говорит: нет, мы еще не готовы на равных соперничать с Интером. Нормально играли.
Ну, проиграли. Вполне объективный результат, отражающий объективно соотношение сил между нашими командами. Гуидолин тоже шапкозакидательскими настроениями не страдал, в отличие от Зампарини, который предсказал 4-1 счет в пользу своего клуба. Но тут 4-1 не пахнет никак. Желтая карточка там, по-моему, готов или уже показал Розетти. Сбили Бриенцу, штрафной пробьет Палермо. Станкович предупрежден. Подача. И при всем при этом не значит, что Палермо не может сравнять счет. Это футбол, тем он и прекрасен, что все вот эти расклады, которые можно сделать на бумаге, проанализировать, впечатления какие-то сложить воедино, а потом какой-нибудь шальной мяч залетает в ворота, и счет на табло меняется совершенно неожиданно. Что было в первом тайме? То же самое, что во втором. Большое преимущество игрового Интера, которое выражается даже не в количестве моментов, которые создает одна команда по сравнению с другой, а просто в целом потому, как она играет, насколько она контролирует ход матча, насколько она четко себе представляет, что в тот или иной момент матчу нужно делать. И вот при всем при этом в конце первого тайма Интер гол пропустил. Хватит ли собранности у подопечных Манчини, чтобы не допускать подобную оплошность во втором тайме? Это Адриано посчитал, что Фонтана не контролирует как раз вот сейчас ситуацию и потерял ворота, пытался в ближний угол Адриано пробить, не попал. Хватит ли силу Палермо на какой-то последний штурм? Мне кажется, что не видно предпосылок для этого самого штурма. То, что команда сегодня, хозяев поля, боролась, стремилась добиться хорошего результата, это все понятно. С этой точки зрения претензий к подопечному Гуидолину быть не может. Гроссо хорошо сыграл в подкате. Даже не очень вперед. Интер стремится, играет на удержание мяча. Что заключается в передачах ближнему партнеру без особого желания играть вперед на обострение с риском потерять мяч. Тактическую замену делает Манчини. Эстебан Камбьясо, потихонечку набирающий форму после травмы, выходит вместо Сантьяго Солари. Самая, пожалуй, аргентинская команда европейского футбола. Поменяются местами игроки. Станкович, наверное, пойдет чуть ближе вперед. Камбьясо на место опорного полузащитника. И в атаке Палермо. Корини с мячом. Пас на Пизано. Не видит Пизано возможности переадресовать мяч в штрафной. А Корини поле видит великолепно. Изумительная передача направо. А вот Кассетти был неправ. С двух попыток не смог перебить мяч через или мимо Дзанетти. Фабио Гроссо. Без особой поддержки, но здесь свободен Адриано. И Адриано сейчас будет пытаться обыгрывать всех на своем пути. Бардзали обыграл, идет дальше, еще идет дальше и передачка. Все, мяч у Интера. Адриано, ну, силенок не хватило на завершающий удар. Но Адриано сегодня очень большой объем работы проделал, набегался, напахал. Сегодня вдоволь он. Ну и две результативных передачи. Самое яркое свидетельство того, что Адриано сыграл очень полезно. Не успевает Пизано сделать передачу в штрафную площадь. Мяч от Майкона ушел за пределы поля. Ну и стандарт. Это шанс для Палермо по такой игре, когда просто за счет розыгрыша мяча с трудом
удается создать что-то острое у чужих ворот. Так, важный момент. Подача. Штанга! И это был шанс. Как мы с вами предполагали, штанга выручает Интер на последних уже минутах матча. Но справедливости ради вспомним, что каркас ворот пришел на помощь и Фонтане после удара Матерацци. А это Караччоло, вот его игра на опережении головой. Оказался он первый на мяче, а не Самуэль. И пробил, попал бы вообще в створ, не в каркас, а внутрь, то был бы гол. Вот так вот. И было бы 2-2. Но нет, счет устоял. Интер впереди. И 5 минут до конца матча. Вира торопится сделать передачу на Адриано. Ну, сил сколько. И опять понесся. Сейчас, пожалуй, от бразильца мяч уходит за лицевую линию. Удар от ворот. Тедеско выходит у Палермо. Центральный полузащитник. Но с мячом пока Интер. Гроссо. Занетти. Станкович. Майкон. Такое впечатление, что уже устали футболисты сицилийской команды. Как-то они не очень плотно играют против футболистов Интера, получающих мяч. Вон сколько свободного пространства здесь. Адриано. Едва не перебросил мяч через Дзаккардо. Но это все-таки игрок сборной Италии, поэтому позиционно играет на очень высоком уровне. И одна из последних атак Палермо. Пас в сторону Караччоло. Неплохо и техничный. Может что-то получиться. Не бей только так рано. Бриенца. Опыта не хватило. 4-4 шла атака. И Палермо. И можно было попробовать доиграть эту атаку в пас. Вот здесь 3 против 2 штрафной. И Караччоло справедливо, мне кажется, претензии предъявляет. Неверное решение принял молодой форвард Палермо. Корини передает капитанскую повязку кому-то из партнеров. Тедеско выходит вместо него. Скоро занавес. Пас вперед в сторону Караччоло против того Матерацци. Борьбу выиграл, но мяч у Палермо. Брешано выходит на свободное пространство. Удар по воротам! На месте Сезар. Ну-ка, что здесь получится? Бриенца. Гуана поторопился с подачей в штрафную. Молодцы, характер у этой команды крепкий. Кассани. Эх, слишком сильный пас. Пизано за мячом не успеет. Не получилось у Брешано немножко в сторону направить мяч, но по-другому здесь пробить было нереально. Уже и так уходящий был мяч. И пытаясь уйти от соперников, Брешано практически вышел за створ ворот. Ну так, если мысленно прочертить линии от штанги. И направить мяч куда бы то ни было еще, кроме как вот в ту точку, куда и полетел этот мяч, у Брешано возможности не было. Ну, а Сезар сыграл надежно. Ошибок, в отличие от своего более опытного, куда более опытного коллеги из Палермо, он не допускал. Матерацци подталкивал соперника, но Розетти свисток не дал. Гуана. Мяч у Палермо. Барзали. Дзаккардо. Направо. Оживились хозяева.
Да, Бриенц, конечно, игру в атаке не усилил. Очень много странных решений принимает. Не своевременно. Это был Тедеско, но не суть. Важно тоже его выход на поле. Игру Палермо не усилил. Пошло добавленное время. Напомню вам, что счет открыл Златан Ибрагимович, который по ходу потом матча получил травму и был заменен на Креспо. В конце первого тайма 4 минуты добавлено. В конце первого тайма Амаури счет сравнял, но в начале второго тайма вновь отличился Интер. Хорошую комбинацию завершил Вейра. Отметим, что оба паса голевых у Интера сделал Адриано, давненько не игравший в стартовом составе. В принципе, я думаю, его игра обнадежила и тренерский штаб, и болельщиков. Видно, что он хочет играть в футбол, а это очень важно. Вообще в этом смысле, возможно, ключевой сезон для Адриано и для будущего его карьеры. Ну что, по итогам этого тура в серии А может образоваться отрыв первой команды от второй. И Интер на 4 очка, если одержит победу, обойдет Рому в турнирной таблице. На 6 очков Палермо. При этом Интер с этими двумя командами уже сыграл, ну или через 2,5 минуты сыграет на выезде оба своих матча. Про Ливорно и нижестоящих я не говорю, как о конкурентах Интер. Это просто несерьезно. А насколько Палермо хватит, в отличие от Ромы, я не сомневаюсь, что эта команда будет продолжать минимум на втором месте находиться по ходу чемпионата. И в межсезонье может только усилиться, если сумеет кого-то там приобрести из нападающих, например, которые, впрочем, в принципе, нужны. Так, чтобы просто были. Хотя бы. А вот хватит ли Палермо на весь сезон, посмотрим. Но задача минимум остаться в четверке, я думаю, для Палермо вполне решаема и пробовать свои силы в Лиге Чемпионов. Интер идет в атаку. Не очень охотно. Держит мяч. Гости. Креспо бросил мяч в сторону Станковича. Не точно. Фонтана. Возможно, последняя попытка Палермо что-то создать. Им, возможно, получится. Бриенца лезет, но его опередил Майкон. Закардо. Удар вперед. Последняя уже минута из добавленных пошла. Сумаэль рикошетом от Карачело сохранил мяч для своей команды. Это Патрик Вейра демонстрирует технику. Да, держав победу в этом матче, гораздо спокойнее может чувствовать себя Манчини и уж еще более уверенно настаивает на том, что он по окончании сезона в Англию не уедет. Но еще есть несколько секунд у Палермо. Вдруг какой-то сюрприз. Команда Гвидолино преподнесет бросок мяча в штрафную площадь. И Розетти фиксирует фол в атаке. Все. Сюрпризов не будет. 5-я минута пошла добавленная. После введения мяча в игру прозвучит свисток Розетти. И все, Розетти фиксирует победу Интера на выезде. Победу эту принесли голы Ибрагимовича и Вейра. У Палермо отличился Амаури. 33 очка у Интера, 29 у Ромы.
27 у Палермо, 20 у Ливорно. Вот такая первая четверка итальянской серии А. В конце репортажа я, Георгий Черданцев, еще раз вас благодарю. И напоминаю, в следующие выходные, вернее, в следующий уикенд, в пятницу вечером прямая трансляция матча серии Б. Дженуа Ювентус на канале онлайн. Не пропустите, а я с вами прощаюсь. До свидания.